Сыктывкарские дачники стали первыми жертвами клещей в этом сезоне. В столичном травмпункте зафиксировали 2 случая, и в каждом из них членистоногих принесли с дачных участков – Эжвы и Тылаю. Большого наплыва пациентов здесь ждут уже в эти выходные. Мягкая и снежная зима позволила комфортно перезимовать кровососам. И традиционно в конце апреля они открывают большую охоту. Виктория Палкина о действенных методах защиты. Каждый год сыктывкарка Мария Семпелева страхует от укусов клещей и себя, и всю семью. Заядлая дачница, любительница лесных прогулок, понимает, встречи с членистоногими в окрестностях столицы Коми избежать сложно. А значит, нужно быть готовой к неожиданному рандеву. Клещей как таковых, по крайней мере, моя семья не особо боится, но обработки не проводим. На своем дачном участке не проводим обработки, потому что все у нас, скажем так, под огородом. Все перекопано, вспахано. Поэтому с клещами прививки каждый год. Первые в этом году пациенты сыктывкарского травмпункта оказались без прививок. Признались, обнаружили клеща уже дома. До этого были на дачном участке. Точное время укуса сказать не смогли. Первая ошибка, наверное, это то, что они самостоятельно пытаются его удалить без специализированных средств. Потом уже приходят к нам, не могут пояснить, где, когда их укусили. Соответственно, не могут в баночку положить этого клеща, чтобы отправили его на ПЦР для диагностики. Такая диагностика нужна прежде всего для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина. Вакцину делают не позднее 96 часов после присасывания клеща. Удаляем клеща, отправляем его в лабораторию в город Киров. И к нам приходит уже ответ, если клещ положительный, мы отзваниваем пациентов и приглашаем их на прививку. Если клещ отрицательный, значит мы ему не отзваниваемся, и они продолжают наблюдаться. Сегодня в Коми 8 эндемичных районов по клещевому энцефалиту. На юге республики уже началась обработка общественных территорий. В столице Коми работы стартуют на следующей неделе. Прошлый сезон активности клещей вошел в медицинскую статистику как стабильный. За врачебной помощью обратилось почти 3000 жителей Коми. Диагноз клещевой энцефалит поставили 16 пациентам, еще у 7 был боррелиоз. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.